Встречайте, на сцене ведущий концерта Таптан Мулат и обладательница титула «Мисс Абахай 2017» Вероника Албычакова. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа! Здравствуйте! Мы рады приветствовать вас в этом замечательном концертном зале. Мы поздравляем вас с нашим национальным праздником, одним из главных календарных праздничных дней хакасского народа – Чилпазы. Встреча Нового года весной связана с древними представлениями о цикличности времени, согласно которым год рождается, живет и умирает вместе со сменой сезонов. В этот праздник по традиции хакасского народа сжигают на костре черные чалама, завязав в узлы все неприятности ушедшего года, и завязывают цветные чалама на священную березу Пайхазен, загадывая желания на будущий год. По традиции, данный праздник отмечается народными гуляниями, играми, состязаниями и весельем. Сегодня, в этот замечательный день, мы продолжаем наши праздничные мероприятия. И продолжает его гала-концерт и торжественное закрытие второго межрегионального фестиваля этнической музыки и горлового пения «Голос кочевника». Фестиваль «Голос кочевника» – это серия концертных мероприятий, целью которых является сохранение и развитие традиционных форм этнического творчества, имеющего глубокие народные корни. Фестиваль является демонстрацией искусства исполнения лучших образцов горлового пения кочевых народов тюркского мира. Уже во второй раз фестиваль открывает свои двери перед гостями из братских республик Тыва и Алтай, которые будут рады представить для наших уважаемых зрителей традиционную музыку своего народа. Не зря говорят, если хочешь узнать народ, послушай его музыку. Музыка – это исторический и культурный портрет народа, его главное духовное богатство. В ней мы слышим отголоски судеб многих поколений, величавость героических побед, печаль утрат и поражений, что само собой проявляет все больший интерес к концертной программе и подогревается ощущением причастности к истории, древним традициям и мистичности происходящего, а также прикосновением к одному из самых загадочных чудес тюркской культуры. Для торжественного закрытия фестиваля на сцену приглашается министр культуры Республики Хакасия Татьяна Владимировна Чаптыкова, а также председатель Государственного комитета по делам молодежи Республики Хакасия Татьяна Валерьевна Борисова. Я поздравляю сегодня всех с Хакасским Новым годом, Чилпазы. Извиняюсь за такой рабочий вид, потому что прямо с ипподрома. Так что, надеюсь, вы меня сегодня простите и за вот эту руку сломанную. Потому что вот так мы работаем. Когда представляла здесь Ирина Экхан своих студентов, так неслась и бежала, душа моя так ликовала, что ноги уже не поспевают. Поэтому вот со сломанными руками ходим. Надеюсь, что сегодняшний концерт закончится благополучно. Я уйду отсюда здоровой и не сломаю вторую руку или еще другую. Вот мне Татьяна говорит, берегите себя. А как? Потому что мы даем дорогу молодежи, нашим студентам. Это самое главное. Мы видим продолжение. На сцене наша молодежь и не поет наши песни. Я хотела бы вам сегодня, этот замечательный день Нового года, весны, весна для сибиряков, это, конечно, праздник, это вступление в настоящей отдельной жизни, когда расцветает все, это побуждение к жизни. Подарить тахпах, который переводится с хакасского так. Пусть никогда не меркнет солнце на нашей земле. Пусть никогда не высыхают наши реки. Пусть никогда не зарастает тропа к могилам наших предков. Пусть никогда не угасает огонь любви в наших семьях. И пусть никогда на этой земле не умолкает
нашей песни. С праздником вас всех, дорогие земляки! Я дарю вам эту красавицу! Я перенимаю эту эстафету. Для меня большая честь присутствовать сегодня здесь, в этом зале. И от лица молодежи сегодня особенный день, знаменательный день. Я бы хотела сказать спасибо от молодежи нашему старшему поколению в этот день, потому что мы готовы принимать и продолжать традиции предков, соблюдать обычаи. Ну и, конечно же, хотелось бы сказать огромное спасибо той творческой группе, которая организовала сегодняшний концерт. Я думаю, это достойно и аплодисментов для них. Ну и, конечно же, я надеюсь, что этот вечер будет самым ярким и красочным и завершит сегодняшний праздник. И еще раз, улюгунам сырымны началнам. Спасибо большое, Татьяна Владимировна и Татьяна Валерьевна, за теплые слова. Наш фестиваль будет проходить в двух отделениях. В первом отделении мы познакомим вас с самобытной фольклорной культурой горлового пения кочевых народов Саян-Алтая. А во втором отделении вам будет представлена совместная этническая эстрада. Сегодня в этом зале у вас есть уникальная возможность прикоснуться к настоящей этнической музыке тюркских кочевых народов, которая зародилась еще в древности. Горловое пение с древних времен было одной из традиционных форм музыкального искусства и являлось неотъемлемой частью праздников, обрядов быта и нашло яркое отображение в героических сказаниях, бережно хранимых и передаваемых от поколения к поколению в течение столетий. Искусные исполнители горлового пения, как исказители, являлись хранителями сокровищ народной музыки, поэзии и были уважаемыми людьми среди населения. Горловое пение обусловлено безграничной любовью к природе, поэтому мерой всех вещей и источником вдохновения у исполнителей мастеров являлась природа. А ценность и красота звука измерялась умением передать живую жизнь не только путем подражания, но проникновением в ее сущность, что и продемонстрируют вам участники сегодняшнего праздника. У хакасского народа богатый фольклор, включающий все жанры устного народного творчества, среди которых героический эпос занимает особое место. Героический эпос «Аллатых-Намах» является вершинным достижением устного поэтического творчества. Он представляет собой драгоценное наследие традиционной культуры народа, до сих пор несущее все большое воспитательное, познавательное и эстетическое значение. Классической формой импровизационного повествования, исполнения сказания является хай под аккомпанемент хомыса или чатхана. И первым номером на сцене будет отрывок из героического сказания «Айдолой». Исполняет заслуженный деятель искусств Республики Хакасия, народный артист Республики Хакасия Кучен Айшарых Сайн. Встречайте бурными аплодисментами! Халықты болбин хары көрәңат, аддай ежелеп отырып сағын
жерде ылып солып шүтчөр бізгін қанжашақ. Айдолай ажырғын, айдолай бұзырғыны бізген дарыны түскен, қынғын етіп барадыстықтың яқтызын. Sanmayının hapsılığı bizken, toğsulusunun harı hırat etken şabza, o zetirligin sağlı bizken.
қарықты, ақсы құлақ жескетері аспырдың алып кізі болып ұсқан жадыр. Қары қырадың алтынып көрт тұрузар күнің қарағы, көр табазына көлен барысқан жадырамны. Фольклорная группа песни и танца «Ульгер» – это жемчужина традиционной хакасской музыкальной культуры. А визитной карточкой ансамбля является эпическое повествование о Лаптыхнымах и уникальный вид национального искусства – горловое пение «Хай». Ансамбль «Ульгер» – участник многих престижных конкурсов и фестивалей в России и за рубежом. Артисты побывали на гастролях практически во всех странах Европы. Обладатель гран-при 3-го Сибирского фестиваля мировой музыки «Саянское кольцо». Гран-при 2-го регионального фестиваля «Пюрбек». Обладатель приза «Алтай Кабай» фестиваля мировой музыки «Алтай-2009». Встречайте, на сцене фольклорная группа ансамбля песни и танца «Ульгер». Первая песня «Шылды-жылар ыры». Песня табунчиков. Мы с самого детства тоже нам пришлось ездить на конях, пасти не только гусей, но и лошадей тоже. И это близко. Первая песня – это сагайская песня «Шылды-жылар ыры».
Спасибо всем. Вторая стык. Это песня, как начало года, как сейчас начинается, с первых гроз до осенних гроз и первого воя волка. Пусть небесная капля орошает нашу землю. Это качинская песня северных хакасов «Кумуштут тестык».
последняя песня. Эта песня вышла из тайги Арбатты, Тахтырского района. Наши хакасы тоже очень любят эту песню. У нас летом скот угоняет в горы славянские, чтобы скот питался сочной травой, таежной, и осенью с первыми заморозками, да, возвращается на зимник, а там чайлу называется. Козик. Фольклорная группа ансамбля песни и танца «Улигер». Художественный руководитель Куршин Айша Алексаевна. Музыка хакасского народа – это отражение широких степей, бескрайней тайги и синего неба. Бурная река. Так на русском языке звучит название ансамбля следующих участников нашего фестиваля. С уверенностью можно сказать, что своим творчеством они унесут вас словно воды бурной реки в бескрайние берега звуков, рисуя невероятные художественные образы благодаря своей музыке. На сцене хакасский фольклорный ансамбль «Хазар Сух» Хакасского национального драматического театра имени Топанова, художественный руководитель Тамара Чустеева. Изенер. Хакас шоның тахпағы, хыз шобалызы. На коня. Батюшкин подарок, меня посадив, вниз по белому Илюсу меня повезут.
Аллахтыртын харфлы ойынның щитер сарыны. Молодежная песня из спектакля «Одураченный Хархло». Hey!
Хакасский фольклорный ансамбль «Хазар-Су». Немного информации о наших спонсорах. Генеральный информационный спонсор фестиваля «Голос кочевника» – государственная телевизионная и радиовещательная компания «Хакасия». Вести Хакасия теперь смотрит вся республика. ГТРК Хакасия стала первой и пока единственной региональной телекомпанией, которая вошла в первый мультиплекс цифрового эфирного телевидения. Теперь нас смотрят на всей территории Хакасии в отличном цифровом качестве на федеральном канале «Россия-1» и главном круглосуточном информационном телеканале страны «Россия-24».
ГТРК «Хакасия». Мы были и остаемся первыми. Вести «Хакасия» всегда с вами. Интернет-партнер фестиваля «Голос кочевника» – развлекательный и познавательный интернет-проект «Репаблик», который является главной афишей Хакасии. С «Репаблик» жить интересно. Сеть современных и комфортабельных супермаркетов продукты ВСК – это всегда изобилие и свобода выбора по самым низким ценам. Сеть магазинов кондитерских изделий «Пекарня Утро» – это всегда большой выбор кондитерских изделий и выпечки на самый искушенный вкус. «Пекарня Утро» – сделайте вашу жизнь слаще. Досуг-абакан.ру – официальная группа абаканского интернет-путеводителя по местам отдыха и развлечений. Все самое новое и интересное находится на нашем сайте. Досуг-абакан.ру. Все самое интересное только у нас. Ваши аплодисменты нашим партнерам и спонсорам. Тувинское горловое пение – визитная карточка Республики Тыва. При том, что петь умеет практически каждый, настоящие мастера тувинского пения наперечет. Основной стиль тувинского народного горлового пения – хэмэй, известен далеко за пределами Тувы. Хэмэй – один из 5 основных приемов тувинского народного горлового пения. Для наименования именно тувинской техники звукоизвлечения используется научный термин «хоректер». Уникальность этого искусства заключается в том, что исполнитель извлекает сразу 2, а иногда даже 3 ноты одновременно, образуя таким образом своеобразное многоголосное соло. Встречайте, наши гости из Республики Тыва. На сцене фольклорный ансамбль «Эзенги».
Это тувинская народная древняя песня про лошади.
Это наши туинские частушки про наших скаковых лошадей, про наших красивых девушек, про нашу родину и про наших матерей и отцов. Туинские частушки. Фольклорный ансамбль СНГ, Республика Тыва, художественный руководитель Менги Монгуш. Рады представить вам мастера горлового пения, музыканта, владеющего многими хакасскими инструментами, артиста, который уже давно стал лицом хакасской культуры на многих международных площадках. Он не раз представлял Хакасию на международных фестивалях, конференциях и форумах. Ему довелось выступать в Вашингтоне, в здании Ассамблеи ООН, и во время открытия летних Олимпийских игр в Лондоне. Встречайте, заслуженный артист Российской Федерации, заслуженный артист Республики Хакасия Евгений Улуквашев.
Армысыздар, арлы архистар. Добрый вечер, дорогие друзья. Я хотел вам сейчас исполнить свою композицию. Песня «Гор». Тағыды искін өнерні сыры өглеп берем. Сынды искін өглерні чонға жетіп берем. На вершине горы слушана мелодию, хочу для вас спеть. Слова, рожденные в горах, хочу для вас исполнить. Hey
лучшую исполнительницу года музыкальной премии «Хэсхэлок 2017» народную артистку Республики Хакасии Нину Идимешеву. Позвольте от нашего имени и от вашего имени всех гостей из Тувы, братской, родственников наших из Алтая и вас, дорогие земляки, поздравить с началом года. Здоровья вам всем крепкого, счастья отменного, и все у вас и у нас будет хорошо. Позвольте вам спеть тахпах нашей знаменитой тахпахчи Евдокии Петровны Тыгдымаевой. Упадет, след останется на земле. Если умный человек пройдет, мысли его останутся в народе. Ах ты! Someday
içinde sakız kalır çoğardı. Kıyma kızı kol içinde sakız kalır çoğardı. Çeşme, kırmızı çeşme, altın çeşme, kırmızı çeşme. Altın çeşme güzelim, orada hava şirindim. Şahsı kızım olan şirin, kendi hava şoğlana. Şahsı kızım olan şirin, kendi hava şoğlana. Kırmızı çeşme güzelim, orada hava şirin. Наши бурные аплодисменты ансамблю «Такси», художественный руководитель Евгений Умурбашев. Дорогие друзья, на этом наш концерт не заканчивается. Объявляется антракт 10 минут.
теперь сказочный, расцветай стихах, лейся песни, как Азия. Дождь теперь сказочный, как и Республики Алтай Артур Норбушоков. Следующие участники нашего гала-концерта – это группа современного этно, группа «Новая Азия», которая была образована в ноябре 2004 года. Помимо многочисленных гастролей по Сибири, «Новая Азия» с каждым годом покоряет все новые и новые вершины. Так, в 2016 году солист группы Добрыня Сатин стал обладателем премии Гран-при Международного фестиваля тюркской молодежи «Урал-Мано». Для вас выступят лауреаты международных конкурсов «Одыры» и «Урал-Мано», участники международного фестиваля «Фестиваль де Мартигю» Франция, а также мирового общественного форума «Диалог цивилизаций» Греция. Хедлайнеры фестиваля «Мир Сибири-2015», группа «Новая Азия», Республика Алтай. Здравствуйте, добрый вечер. Поздравляю вас. Поздравляю вас с Новым годом. У нас вот на Алтае где-то недельку назад наступил. Мы его отгуляли и приехали к вам отгуливать ваш. Шаман из меня.
просто не стыдная. Следующая песня очень даже в тему этого замечательного фестиваля сегодняшнего. И мы ее решили также назвать, как и фестиваль «Голос кочевника». Thank
матери. Ну и напоследок композиция с очень простым названием и таким же простым смыслом «Лошадь». Yeah.
композитор Александр Трифонов. Горловое пение – это не только стиль музыки, но и инструмент медитации, благодаря которому человек приобщается к языку природы. Это своеобразное музыкально-поэтическое мышление. Что ж, не будем вас томить и позволим в полной мере насладиться яркими переливами тувинского горлового пения. На сцене лауреат всероссийских, региональных, международных конкурсов, обладатель премии председателя правительства Республики Тыва в области культуры и искусства, солист ансамбля песни и танцы Саяны Саен Даюр. Земель, Абаган, праздник у вас.
Следующая композиция называется «Üçelerin biz, dörtelerin biz». Генеральный информационный спонсор фестиваля «Голос кочевника» – государственная телевизионная и радиовещательная компания «Хакасия». Вести Хакасия теперь смотрит вся республика. В ГТРК Хакасия мы были и остаемся первыми. Городской информационный медиапортал abakan.ru, где представлены все самые обсуждаемые новости и события Абакана в режиме онлайн. Здесь также представлены справочные сервисы и афиши культурных событий. abakan.ru. Будь в курсе всего. Информационный спонсор фестиваля «Голос кочевника» – радиостанция «Радио 7» на 7 холмах. 107,5 FM в Абакане. Приятная иностранная музыка, которая послужит отличным фоном для работы и отдыха. Творческая мастерская «Зов предков» – это одежда с художественными изображениями в стиле этнографического творчества очень талантливого художника Алексея Тобоева. Будь стильным в национальном колорите. Творческая мастерская «Зов предков». Сохраняйте традиции вместе с нами. Радио «Аскиза» – главное радио сердца Хакасии, где можно узнать обо всех новостях республики и получить приятную музыку, насладиться ей. Картины смен времен года, голоса птиц и зверей, плеск волн, грозовые раскаты – все это поможет передать тувинская музыка. А наши следующие участники, благодаря своему творчеству, умению, делают это блестяще. Эстрадно-фольклорная группа «Янс
концы художественный руководитель, заслуженная артистка Республики Тыва Надежда Кула. Встречайте наших гостей! один важный праздник. Сегодня День работников культуры. И сейчас поем турецкую народную песню «Хандагайты».
называется тоже тувинская народная песня «Дынгалдай».
Профессиональный исполнитель тувинского горлового пения владеет одним-двумя стилями. Но бывают исключительные случаи, когда человеку подвластны все стили. Ваши аплодисменты. На сцене вновь гость из Республики Тыва Саин Таюр, который продемонстрирует вам владение всеми стилями. хотел бы сейчас следующую композицию вместе с вами спеть. Там ничего сложного нету. Следующая композиция «Ашу Деке». Вместе вот будем, например, я сначала буду «Челлероим джеди орда Ашу Декеё». Вот «Ашу Декеё». Давай попробуем. «Ашу Декеё». «Ашу Декеё». Вот. Давай сначала «Челлероим джеди орда Ашу Декеё». «Челле дум만 나리라래
제천 노루 장나오르다 제디 서드 제치래 О, браво! Аплодисменты! Друг другу. Вот так. Сейчас вместе будем. Ну что ж, вы, наверное, все этого так давно ждали. А теперь рекламная пауза. Генеральный информационный спонсор фестиваля «Голос кочевника» – государственная телевизионная и радиовещательная компания «Хакасия». ГТРК «Хакасия». Мы были и остаемся первыми. Вести Хакасия всегда с вами. Интернет-партнер фестиваля «Голос кочевника» – развлекательный и познавательный интернет-проект «Репаблик». С «Репаблик» жить интересно. Сеть современных и комфортабельных супермаркетов «Продукты ВСК». Продукты ВСК – изобилие и свобода выбора по самым низким ценам. Сеть магазинов кондитерских изделий «Пекарня Утро». «Пекарня Утро». Сделайте вашу жизнь слаще. Досуг-абакан.ру. Официальная группа абаканского интернет-путеводителя по местам отдыха и развлечений. Городской информационный медиапортал абакан.ру, где представлены все самые обсуждаемые новости и события Абакана в режиме онлайн. Информационный спонсор фестиваля «Голос кочевника» – радиостанция «Радио 7» на 7 холмах, 107,5 FM в Абакане. Творческая мастерская «Зов предков» – это одежда с художественными изображениями в стиле этнографического творчества художника Алексея Топоева. Радио «Аскиза» – главное радио сердца Хакасии. Группа
которая сейчас появится на сцене, является участником многочисленных фестивалей и конкурсов, где они не раз представляли Республику Хакасия на самом высоком уровне. Они принимали участие на таких мероприятиях, как Международный фестиваль этнической музыки и ремесел «Мир Сибири», Дважды участники Красноярского фестиваля этнической музыки «Татышев Фест», обладатели Гран-при Всероссийского фестиваля конкурса этнические эстрады ОТРы-2017, финалисты третьего сезона Всероссийского вокального конкурса «Новая звезда». Добрый вечер, дорогие земляки, всех с праздником, с Новым годом! Первая наша песня называется «Пир Магатрей». Thank you.
песня. Есть такая гора Хан-Сын.
Следующая песня называется она «Уха» скороговорки.
31 марта в 16:00 мы приглашаем вас на концерт «Алыша» с участием Евгения Улугбашева, Нины Идимишевой и ансамбля «Хансым». А 13 апреля в 18:30 мы ждем вас на программу «Фетче» с участием фольклорного ансамбля «Ульген» и ансамбля хакасского танца «Кюн Сузы». На этом наш фестиваль подошел к концу. Для вас концерт вели обладательница титула «Мисс Абахай 2017» Вероника Албычакова И солист ансамбля хакасского танца «Кюн Сузы» Таптан Молат. И все это фестиваль «Голос кочевника». Мы не прощаемся с вами, а говорим всего лишь «до свидания». До скорых встреч! А мы